Все самое важное и интересное за эту неделю. 14 собак погибли. Население села Кедвовом жалуется на нашествие волков. Жить невозможно. Жители Югера просят признать их дом аварийным. Ради будущего ухтинский шахтер перебирает компьютеры и дарит их нуждающимся детям. Футбольные баталии в Ухте возобновились, соревнования среди детей и уже традиция. Юнайтед Бит вернулись из Москвы с комплектом медалей. Смотрите прямо сейчас. За 2 месяца в селе Кедвовом волки сорвали с цепей 14 собак. Информация об этом появилась на новостном портале БНК. Как рассказали журналистам местные жители, они опасаются за свои жизни, так как уже неоднократно обращались во все инстанции, но решить проблему с лесными гостями так никто и не смог. То, что происходит в селе в эту зиму, не было никогда. Серые хищники убили более 10 собак. Да так, что даже людей они не боятся. Одна из местных жительниц воочию видела, как волк гнался за ее питомцем. Благо пес успел забежать в хлев, а хозяйка криками отогнала хищника. Теперь люди боятся не только за сохранность собак, но и за свои жизни. Если нашествие волков в село не прекратится, как работать на сенокосе людям или ходить за дикоросами в лес? Редакция БНК направила в Минприроды запрос, чтобы выяснить, какие меры можно предпринять и решается ли проблема. Напомним, Кедвовом не единственное село, куда приходят дикие звери. Также совсем недавно в единую диспетчерскую Ухты поступило сообщение о том, что в муниципалитете рядом с одной из скважин водоканала ходит медведь-шатун. Косолапого видели в районе поселка Сидью. К нам в редакцию обратились жители дома номер 63 по улице Совхозной. Они уже не первый год страдают от проблем строения, в котором живут. Суровая зима вновь напомнила о них во всей красе. Дом до сих пор на печном отоплении, так что топить печь жильцам приходилось почти круглосуточно. Это при том, что держать дрова тут негде, во дворе не предусмотрены сараи. А меж тем на улице в первые месяцы года было под 40 градусов мороза. Пол холодный, промерзает, фундамент вообще. Фундамент вообще. Пол холодный, стенки промерзают. Окна промерзшие все. Вот. Все промерзшее. Валентина и Сергей Сиран живут тут уже с 1994 года. И все это время сталкиваются с недостатками этого жилья. Квартира муниципальная, но обслуживают ее по факту не собственники, а жильцы. Приехала комиссия в 1996 году. Там насквозь просто дыра была в брусе. Просто дыра. Получается, что выделили, рабочих нету. Все менял сам лично. Полностью было сквозняком, просто проемы были. Ничего, читайте, все комнаты, все поменял. А теперь я жалею, что это сделал. Лучше бы он рухнул давно бы этот дом. Он бы рухнул, конечно. Потому что полностью все было гнилье. В соседней квартире живет дочь этой четы с 2 маленькими детьми. И помимо холода тут еще и плесень. Каждый год делаем ремонт. Вот сделали в том году ремонт. Вот, пожалуйста, что с обоями опять творится. Каждый год делаем ремонт. Мебель постоянно тоже меняем. Купили мебель ребенку. Матрасы все уже в плесени. Соседи Велены с минусами жизни не смирились, из квартиры съехали. Но эта квартира до сих пор подкидывает им неприятные сюрпризы. Сверху у соседей прорвало коммуникации. Но при этом уйти вытекшей сверху воде было некуда. В морозы воду буквально выталкивало снизу. Так что теперь у них импровизированный каток в санузле. Но платить за эти прелести приходится по графику. Оплачиваем. Какой здесь капремонт? Вот сами. Даже смешно, да? Вот я плачу, например, 900 рублей раз в квартал за капремонт только. И там выходит еще как бы наем жилья, вот это вот тоже, да? У меня за электричество здесь, потому что нет ни газа. Вот, не ну, в общем, единственное, мы не платим за отопление. За воду мы оплачиваем по счетчику, за электричество мы оплачиваем по счетчику, вот, а условий никаких, абсолютно. На 2-м этаже ситуация ничуть не лучше. Мария Апарина едва сдерживает эмоции. Переселение из этого дома она ждет более 20 лет. А пока топит печи и вопрошает, как же тут жить. Валится все, падает. Хотели ремонт сделать.
А какой тут ремонт? Потолки закрыли, ребята, вы бы потолки наши посмотрели. Полы у нас проваливаются, перед соседями на цыпочках ходим. Хотя бы это туда не загреметь на первый этаж. Задолбали. Теперь у жильцов этого дома одна общая цель – добиться того, чтобы их дом признали аварийным. Для этого им необходимо написать заявление в межведомственную комиссию администрации. А на текущие проблемы может обратить внимание управление ЖКХ. Жителям дома необходимо написать в инстанцию письмо с описанием всех проблем, а также перечнем обращений в управляющую компанию, если та на них не реагировала. Пандемия дала новый виток в развитии технологий, в дистанционку ушло обучение детей. Но есть ли возможность у каждого ребенка проходить занятия на компьютере? Об этом задумался ухтинский шахтер Игорь Филиппов. Он в одиночку решил заняться проблемой вплотную, запустив в январе проект «Большие сердца». В плане несколько крупномасштабных социальных акций. Первая из них – компьютеры детям. У меня создана группа ВКонтакте, называется «Большие сердца. Город Ухта». Эта группа, при помощи этой группы я осуществляю сбор техники новой или БУ, офисная техника, принтеры, мониторы, системные блоки, ноутбуки. И также сам сбор запчастей. Это видеокарты, оперативная память, там еще мышки, клавиатуры. Все как бы идет необходимое для того, чтобы собрать готовую модель компьютера. 34-летний ухтинец в перерывах между работой и семейными делами находит часы, чтобы перебрать старую технику, довести ее до ума и передать на безвозмездной основе в семьи, где компьютера нет и нет возможности его приобрести. Первыми в списке Игоря стали ребята из школы поселка Водный. В 3 семьи автор проекта передал полные наборы компьютерной техники, уже готовые для обучения на дому. Также Игорь предоставляет полугодовое гарантийное обслуживание, чтобы сбоев в работе техники можно было избежать. Его благотворительное хобби трудно переоценить. Проект актуален очень, особенно для сельских ребят. Поскольку у нас школа поселковая, то много детей малоимущих, многодетных, опекаемых, которые как раз-таки нуждаются в технике. И вот дистанционное обучение показало, что не у всех была возможность своевременно отправлять домашние задания, работать дистанционно. И поэтому вот эта техника как раз-таки сейчас им поможет. Но в период актированных дней, когда у нас опять же дистанционное обучение, это тоже будет очень актуально. Мария Уляшева говорит, в период дистанта она записывала видеоуроки, которые были доступны не всем. Особенно важно приобретение компьютера для ребят, у которых впереди экзамены. В одной из семей, которой помог Игорь, в период дистанционки сломался и смартфон, что значительно усложнило подготовку домашнего задания для 2 мальчишек, один из которых учится в 9 классе. В другой многодетной, да еще и опекающей детей родственников в семье, компьютер тоже был необходим. Смущенные братья Агарковы говорят, что теперь, конечно, учиться будет проще. Особенно для Саши, которому в этом году тоже сдавать экзамены. Сейчас по компьютерам будет легче заниматься подготовкой к экзаменам. На этом Игорь Филиппов не собирается останавливаться. Его проект вызвал интерес. Начали помогать друзья, знакомые, кто новую клавиатуру передаст, кто пару недорогих мышек купит. Недавно одно из ухтинских предприятий, которое начало замену оборудования, подарило автору проекта 5 компьютеров. Так что впереди еще 5 семей, в которых детям станет проще учиться. А шахтер с большим сердцем планирует и дальше развивать свой социальный проект. Впереди создание акций по сбору пластиковых крышечек. Их Игорь Филиппов будет сдавать на переработку, а на вырученные деньги покупать оборудование для реабилитации инвалидов. После продолжительного перерыва юные футболисты вернулись на паркет Ухтинского универсального спорткомплекса, чтобы сразиться за Кубок Карнавала. К сожалению, из-за ударивших морозов посетить спортивные баталии не смогли ребята из многих муниципалитетов, так что в составе команд были ухтинцы, соседи из Сосногорска и не испугавшиеся морозов Сыктывкарцы. В общем, 7 команд. Год рождения игроков 2012. Соревнования проходили несколько дней, итоговые игры состоялись 23 февраля. Все соскучились, конечно, и дети, и родители, все, что после этой пандемии.
принципе, все хорошо, то есть дети голодные, скажем так, до футбола. Они очень заряжены, соскучились, то есть почти что год, скажем так, соревнований вообще у нас не было. Несмотря на то, что игроки на поле собрались самые юные, их игры особенно итоговая. По накалу страстей ничуть не уступала встречам взрослых команд. Трибуны ревели, скандируя «Ухта» и «Добрыня». Именно эти две команды из спортивной школы Ухты и сыктывкарские игроки команды «Добрыня» боролись за высшую ступень пьедестала. Большую часть игры молодые футболисты не могли открыть счет. Во втором тайме на 9-й минуте ухтинцам удалось распечатать ворота соперников. Почти сразу сыктывкарцы сравняли счет, но ухтинцы атаковали. И на 14-й минуте почти сразу сыктывкарцы сравняли счет, но ухтинцы атаковали. И на 14-й минуте почти в финале игры все же вырвали победу. Самая сложная игра была с Добрыней. Да, самая тяжелая. У них хороший вратарь. Да, у них хороший вратарь. Я не понимал, как просто. Там надо было с навеса то ли бить нормально, то перекладин, то не мог забить. Перекладина, и от перекладины уже просто забил головой. 2-1 счет в итоге. По итогу всех игр ухтинцы взяли первое и третье место, второе у Добрыни и Сыктывкара. Игры детских команд продолжатся, но, как говорят судьи и организаторы, пока не будем загадывать точно. Никто не может гарантировать, что об ограничениях из-за пандемии можно забыть навсегда. В ночь с 25 на 26 февраля Ухтинский вокзал стал местом ликования встречающих. В громкоговоритель звучали поздравления, а на перроне известная песня группы Queen «We are the Champions». Так из Москвы встречали команду United Beat после чемпионата и первенства России по чир-спорту. Туда команда ездит ежегодно. В копилке на этот раз 1 бронза, 2 серебра и 2 золота. Неплохой улов после почти годового перерыва в выездах на соревнования. Мы думали, что это как-то скажется на других командах или еще на ком-то. Но на самом деле уровень вырос. Как и мероприятия, так и всех остальных команд. И было интересно смотреть. Никто не провел это дело, вот эту вот паузу, вот эту большую, не провел без пользы, я так понял. И United Beat тоже. Результат замечательный. У нас опять появятся новые КМСники, новые мастера. Результат хороший и не сказать, что ожидаем, потому что непонятно было, какая ситуация будет после года перерыва, но получилось все в порядке. 79 ребят из United Beat вошли в состав сборной Республики Коми, в которой помимо них были команды Infinity и Paradise из Ухты, а также несколько сыктывкарских команд. Среди ухтинцев у United Beat золото первенства России в группах дисциплины чир-хип-хоп дети и победа взрослой двойки в чемпионате страны по чир-спорту. Чир-спорт для нас это новенькое что-то, потому что 3 или 4 года в нем. В дуэтах получается год, наверное, нормально. Второй год. Второй год. В том году мы третье заняли. Да. Вот, а так я 9 лет занимаюсь, он 13. Танцуем, наслаждаемся, кайфуем. Да, мы просто сделали свое дело. Готовились усердно, каждый день, практически каждый день. Результат был ожидаемый, мы только за этим туда ехали. Теперь ребята будут усердно готовиться к дальнейшему покорению ступенек на лестнице спортивного Олимпа. Без ложной скромности говорят, что раз стали несколько лет назад мастерами спорта в России, то пора завоевывать это звание с приставкой «международное», ну и покорять чемпионат Европы. А их тренер по пути на родину уже в поезде, обдумывая выступление всей команды на последующих всероссийских соревнованиях, на которые ухтинские биты собираются уже в марте.